изменения климата. Что с этим делать? Кто виноват? Что будет, если мы не достигнем или, наоборот, перевыполним 1,5 градуса? Парниковый эффект – это на самом деле положительная вещь, которая, может быть, во многом и обеспечивает существование жизни на Земле. Мы все разумные люди, и мы понимаем, да, что до нуля сократить выбросы парниковых газов это невозможно. В эпоху динозавров концентрация парникового газа достигала более 2000 частей на миллион. Мы заявили одну цель, чуть не выполнили, извините, пожалуйста. Но мы в следующий раз постараемся выполнить. У людей самая основная задача – это выживать, и не только выживать, но и улучшать качество своей жизни. То есть не важна цель, важен путь, да? Да. Уважаемые друзья, добрый день. Я рад приветствовать вас сегодня на нашем подкасте «1,5 градуса» в новом формате, в видеоформате. Меня зовут Ерлан Дербеков, я являюсь менеджером проекта по климатической отчетности программы развития ООН в Казахстане. Сегодня со мной уважаемые эксперты в области устойчивого развития, энергетики, климата. Сергазина Гульмира, эксперт по климату программы развития ООН, и Рамазан Жампиисов, советник генерального директора ассоциации КЖР. Добрый день. Да, добрый день, уважаемые участники. Сегодня тема нашего подкаста будет изменение климата. Что с этим делать? Кто виноват? И как это вообще соотносится к нашим обывателям, гражданам вообще. Потому что мы все время говорим о каких-то, наверное, глобальных, больших вещах, о корпорациях, о государствах, о правительствах. У меня есть первый вопрос к нашим уважаемым спикерам. Что такое 1,5 градуса? Что такое Парижское соглашение? Для чего это вообще нужно? Что будет, если мы не достигнем или, наоборот, перевыполним 1,5 градуса? Гульмира? Добрый день, уважаемые слушатели. Ирлан, добрый день. Спасибо большое за вопрос. Начну, наверное, с более глобального, с Парижского соглашения. Это неотъемлемый документ рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая на глобальном уровне была принята в 2015 году. И в ней есть определенные статьи, и во второй статье обозначены цели. И одной из основных целей есть удержание роста средней температуры атмосферы до 2 градусов, но там также и добавлено, что необходимо удержать рост глобальной температуры до 1,5 градусов. Почему именно появились эти две цифры, 2 градуса и 1,5 градуса? Это связано с тем, что через регулярные периоды выходят научные доклады, так называемые оценочные доклады межправительственной группы экспертов по изменению климата. И в них даются определенные выкладки, выводы, наблюдения, что же происходит с нашей планетой. И есть определенные заключения, что если человечество будет дальше развиваться без заботы об экологии, об окружающей среде, то рост негативных климатических катастроф, бедствий будет все больше нарастать, и на самом деле будет очень большая угроза жизни как людей, так и фауны, флоры, и всех живущих на этой планете. И были сделаны такие научные выводы, что при сокращении выбросов парниковых газов, которые приведут к удержанию роста до 2 градусов, оно минимизирует эти климатические риски. А если удержать до 1,5 градусов, то уменьшится еще больше этих негативных, страшных последствий. И поэтому эта цифра появилась в Парижском соглашении. То есть это некая такая черта, переступив через которую мы, скажем так, не можем назад вернуться, да, получается? Да, есть такие высказывания, особенно зеленых, неправительственного сектора, что есть точка невозврата, и если человечество переступит эту точку невозврата, то на планете начнут происходить очень катастрофические природные явления, которые будут приводить к большим количествам смертей.
мне кажется, у людей самая основная задача – это выживать, и не только выживать, но и улучшать качество своей жизни, и чтобы вокруг тебя и воздух, и вода, все было качественным, доступным, недорогим. Поэтому все эти меры направлены на качество Да, спасибо, жизни. Гульмира. Вот я, насколько знаю, в Казахстане, по данным метеонаблюдений, температура за последние, по-моему, 100 лет, она уже, по-моему, превысила, да, 1,5 градуса? Именно в Казахстане или вообще в целом в Средней Азии? Ну, есть тоже научные выводы, и есть климатические модели, которые просчитывают и наблюдают по температурам ежегодным. И вот уже несколько лет подряд, каждый год он становится все жарче и жарче. И вот 23-й год вошел в самый, как самый жаркий год в этом десятилетии. И уже есть предварительные выводы, что 24-й год тоже оказался довольно жарким годом. И в наших национальных докладах, которые мы периодически выпускаем, указывается, что именно в Казахстане рост температуры происходит намного быстрее, чем в среднем по планете. Ну, и в связи с этим как бы возникает такая большая озабоченность, что с ростом температуры в нашей стране могут происходить не очень хорошие явления. Это может усиливаться засуха. Это в тех районах, где есть опустынивание, объемы, размеры будут увеличиваться, расширяться. Например, в тех регионах, где происходит часто наводнение, то они станут еще чаще, еще больше. Да, спасибо большое за такое пояснение. Вот, я могу немножко дополнить, да, пожалуйста, если хотите. Пожалуйста. Для того, чтобы формировать какую-то политику, нужно видеть какие-то горизонты, планирование, какие-то целевые индикаторы. Поэтому вот глобально, ну, как бы так определено, но это же средние мировые такие вот индикаторы. То есть там, где 1,5 градуса в какой-нибудь стране там, Северной Европы, это не будет означать, что одинаковые последствия для всех стран мира. Допустим, для Казахстана это может быть гораздо тяжелее с точки зрения климатических изменений. Вот если мы уже идем на нашу страну, то вопросы потепления мы уже чувствуем. И да, 23-й год у нас был самый рекордный с точки зрения потепления. Температура по всем регионам нашей страны зафиксировала рекордный показатель повышения на 2, по-моему, 2,5 градуса, 2,3 градуса. Это за всю историю метеорологических наблюдений, которые у нас проводятся с 1941 года. Допустим, 15 миллионов лет назад, может быть и не 15, но во времена динозавров температура была выше на 15 градусов. Сейчас, допустим, у нас концентрация СО2 в атмосфере составляет порядка 417 частей на миллион. До индустриального периода это было порядка 200, по-моему, частей на миллион. То есть мы видим рост. Но во времена, в эпоху динозавров, концентрация парникового газа достигала более 2000 частей на миллион. Ну, соответственно, температура была гораздо выше, и вся Земля выглядела совсем по-другому, процессы были другие. И парниковый эффект – это тоже не что-то новое, изобретенное современными двигателями внутреннего сгорания или новыми технологиями. Парниковый эффект – это на самом деле положительная вещь, которая, может быть, во многом и обеспечивает существование жизни на Земле. Но увеличение вот этих вот парниковых газов из-за нашей активной деятельности, по большей части связано с сжиганием топлива, увеличивает этот эффект, который влияет на общее увеличение температуры на планете. Вот и с этим нужно, конечно, бороться. У международного научного сообщества сейчас нет никаких
противоречий о том, что с изменением климата в первую очередь связана деятельность человека. Общее понимание, консенсус уже есть. С разных сторон, разными методами эти изменения уже подтверждены наукой. В общем, с разных сторон научно это уже доказано. Вопрос в том, как сделать оптимальное уравнение на глобальном уровне с учетом специфик стран, чтобы выбросы парникового газа от действия человека сократить или хотя бы стабилизировать, и при этом обеспечив устойчивые темпы экономического развития. Да, спасибо, Рамазан. Казахстан, как участник Парижского соглашения и разных международных договоров и обязательств, взял на себя цель по сокращению выбросов на 15%, да, к 2030 году от уровня 90-го года. Вот в этой связи я бы хотел обратиться к Гульмире. Почему именно 15%, да? Может быть, там 20%, а может быть и 50%. Потому что когда цель эта устанавливалась, это был, если я не ошибаюсь, 2015 или 2014 год, а на тот момент уровень выбросов был, не на порядок, но процентов на 30, да, меньше, чем сейчас, да? Выбросов вообще парниковых газов страны. И, может быть, надо было тогда сделать и 40%. Но почему именно 15%, честно говоря, я не знаю. Давайте, наверное, я начну с того, что, во-первых, Конвенция ООН об изменении климата и Парижское соглашение, оно регулирует политики, меры и действия, которые, как уже сказали много раз, от деятельности человека. Да? И она выбрала определенный ряд парниковых газов, которыми она регулирует. Вот, например, водяной пар, он и является основным парниковым газом, но его не берут в расчет. И вот именно принимают во внимание деятельность человека, то есть это основные сектора экономики, да, энергетика, промышленность, сельское хозяйство, леса, отходы. И странам был дан сигнал еще даже до Парижского соглашения, это было еще где-то после 2006 года, когда стартовал Киотский протокол, и при реализации его первого зачетного периода выяснилось, что, к сожалению, бизнес, государство, да, министерства, которые были вовлечены в этот процесс, они не приводят к тем существенным сокращениям выброса парниковых газов, которые необходимо было выполнить странами. И к сожалению, отмечается, что особенно развитыми странами, как их объемы выбросов парниковых газов росли, так и растут. И был призыв странам, что не только развитые страны, но и развивающиеся страны должны взять количественные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Отправной точкой, да, взяли 90-й год, были известны объемы выбросов парниковых газов. И перед вступлением в Парижское соглашение была проведена большая работа в министерстве с участием всех ключевых министерств, проводились заседания рабочих групп, были заседания на уровне министров, на уровне правительства. Почему 15%? Да, мы должны заботиться об окружающей среде, об экологии, но в то же время мы должны и обеспечивать благосостояние страны. Мы должны развивать нашу экономику, которая обеспечивала бы рост экономики, искоренение нищеты, соблюдение прав человека. Все это прописано в Парижском соглашении. И были привлечены несколько организаций, которые просчитали, что для Казахстана сократить на 15% от базового 90-го года это для страны амбициозно, учитывая, что страна энергоемкая, страна углеродоемкая, страна имеет переходную экономику, да, и она выживала, скажем так, да, поднималась после развала Советского Союза.
выстраивала свою экономику, и вот именно безусловная цель 15%, то есть своими собственными средствами, страна может это выполнить. Можно было бы взять и больше, и мы ее взяли. Это условная цель, минус 25% к 2030 году. Но при условии, что будут доступны современные технологии, будут привлечены более мягкие какие-то займы, инвестиции. Ну и в стране должна быть обеспечены такие условия, чтобы реально все меры выполнять транспарентно, справедливо, ну и, скажем так, с четким пониманием тех действий, которые делает и государство, и бизнес, и научное сообщество, и гражданский сектор, ну и каждый человек. Здесь вопрос, мне кажется, больше, знаете, компетенциям, который касается, ну, в целом, наверное, всего правительства, всей вот этой тематики. Она же на самом деле не только для нас, она глобально новая тематика. И вопрос, как я уже до этого говорил, какого-то климатического моделирования, он сам по себе очень архисложный. А почему 90-й год? Потому что там, наверное, на пике были выбросы вообще, потом у нас же был спад, и мы до сих пор 90 уровня как бы не достигли. Да? В 2018 году или даже в 2019, по-моему, если я не ошибаюсь, уровень 90 года уже мы достигали по выбросам. В 2018 году было превышение. Даже было превышение. Было превышение в 418 миллионов году. тонн было. Даже было превышение. Дальше потом пандемия и так далее, пошел опять спад. На сегодняшний день мы опять ниже этого уровня, но темпы идут, ну, тренды свидетельствуют о том, что объемы выбросов у нас растут в любом случае. Но в то же время следует, наверное, отдать должное и нашим крупным секторам экономики, потому что если проанализировать информацию за анализ выбросов парникового газа за последние там, 3-5 лет по крупным секторам экономики, мы видим, что объем выбросов сокращается. Ну, нельзя говорить, что это только благодаря тому, что корпсектор сейчас полностью вдался в эту зеленую повестку. Здесь связано и с снижением какой-то экономической активности, наверное, но в то же время все-таки корпсектор тоже что-то делает, предпринимает. Но то, что предпринимается, сейчас этого недостаточно, этих мер. Нам нужно предпринимать дополнительные какие-то шаги. До 30 года, на самом деле, осталось не так долго, всего лишь 5 лет. И понимая, что период реализации там, среднего какого-то проекта 5-7 лет, мы можем даже не успеть, на самом деле. Одним из показателей экономического роста является как раз-таки выработка и потребление электрической энергии. И вообще, в принципе, энергии. Да? Это нефть, это газ, уголь и так далее. Я смотрел недавно статистику некоторых стран Европейского Союза. И некоторые страны, в принципе, начиная с 2000-х годов, сделали так называемую отвязку. Да? Отвязку потребления электрической энергии и вообще энергии в целом. И экономического роста. Но я на самом деле не вижу в Казахстане, сделали мы так или не сделали. И можем ли мы это вообще в принципе сделать, с учетом того, что у нас климатические условия страны чуть-чуть другие, да? У нас большая углеродоемкость вообще энергетики в целом. И вот я бы здесь хотел спросить у Рамазана, есть ли какие-то, опять же, может быть, цели по отвязке именно экономического роста и потребления энергии в целом в стране? Допустим, может быть, у корпоративного сектора есть эти вещи, или они об этом задумываются, или в целом, может быть, правительство думает об этом. Потому что, допустим, то, что я вижу сейчас, что происходит в стране, это у нас есть обязательства по сокращению выбросов, с одной стороны, но с другой стороны мы планируем какие-то новые мощности энергетические в том числе на традиционных энергоресурсах, да, которые, в принципе, на мой взгляд, нам не позволят, мне кажется, дойти и достичь каких-то целей, там, по крайней мере, даже среднесрочных целей. Я бы, наверное, здесь этот вопрос немножко по-другому откорректировал. Мне кажется, для нас, наоборот, как раз-таки не хватает именно вот этой взаимосвязки вопросов развития устойчивых энергообъектов по генерации электроэнергии с экономикой и с климатической политикой. Как нам обеспечить этот сектор и вообще экономику, ее темпы устойчивого развития без использования процессов по сжиганию топлива.
или по его сокращению. Здесь нужно об этом нам думать, как создавать условия со стороны регулятора. То есть соответствующие законодательные должны быть рамки, которые, с одной стороны, снимают барьеры для доступа технологий с более низкими выбросами парниковых газов. С другой стороны, создают нормальные правовые рамки, чтобы подобного рода проекты можно было делать с точки зрения каких-то стимулирующих мер, налоговые, тарифные там, и так далее. С точки зрения доступа к финансированию, как международному, так и на национальном уровне, чтобы $1 инвестиций в проекты зеленой экономики, к примеру, если мы про все будем говорить, давали возможность привлечения дополнительных финансировать с других секторов экономики, создания рабочих мест и так далее. То есть это говорит про общую трансформацию в целом экономики страны. И, наверное, на нашем этапе сейчас нельзя, наверное, говорить об отвязке электроэнергетики от экономики. Ну, я говорю, отвязка имеется в виду, что и сам соглашусь с вами, что потребление электроэнергии – это один из показателей, да, роста вообще экономического роста. Да? Почему? Потому что чем больше потребляем энергии, соответственно, тем больше производим товаров и так далее, услуг оказываем. Но сделать его менее углеродоемким. Вот этот момент, он важен. Вот я в этой связи хотел, наверное, Гульмир, у вас уточнить, есть ли какие-то последствия, да, от того, что мы там не достигаем каких-то там наших целей на глобальном уровне, на мировом уровне, что, допустим, мы заявили одну цель, ну, чуть-чуть не выполнили, извините, пожалуйста. Но мы в следующий раз постараемся выполнить. Да, задача стоит непростая для Казахстана. Вот на сегодняшний день мы знаем, что чтобы достигнуть 15% к 2030 году, нужно еще почти наполовину приложить усилия. Например, выбросы 2022 года показали, что мы достигаем 15%, вернее, 30-й год мы достигаем, пока сократив на 8,49%. То есть до 30-го года, это вот 5 лет остается, да, как сказал Рамазан, нужно сократить еще там, 7, да, 7, может быть, чуть больше 7%. Это в абсолютных цифрах получается 20, да, миллионов? В абсолютных цифрах я бы не стала говорить, миллионов, потому да? что каждый год у нас выбросы парниковых газов пересчитываются. Например, плюс-минус. да, вот в 2024 году сейчас применили новые коэффициенты глобального потепления, да, и там в связи с применением других коэффициентов, соответственно, меняются и абсолютные цифры, да, по выбросам парниковых газов. Поэтому, может быть, это как-то сложно, но хотя некоторые страны, они берут и количественную цель именно не в процентах, а берут в абсолютных значениях сократить, да, выбросы парниковых газов. К сожалению, такой ответственности нет. Будет, конечно, порицание со стороны общественности, но уже опыт показывает, да, вот были цели до 2020 года в Киотском протоколе. Только Евросоюз, по-моему, выполнил, и Япония, скорее всего, да, вот она тоже за счет своих механизмов, она выполняла эти проекты, брала в зачет сокращение выбросов парниковых газов, которые выполняла в других странах, но остальные развитые страны, они не выполнили свои обязательства, которые взяли. И если мы, например, в 30 году не выполним наши 15%, будет просто общественное порицание. Штрафных санкций нет. Вот Парижское соглашение и сама конвенция, они, скажем так, имеют не конечный результат, а имеют такую, знаете, как бы ты в процессе развиваешься, ты прилагаешь максимально усилия, ты стараешься внедрять самые наилучшие практики, самые современные технологии, но в то же время ты не можешь и убить свою страну. То есть не важна цель, важен путь, да? Да. И в процессе ты должен показать, что ты убираешь какие-то, скажем так, отрицательные вещи, да. Вот поставлена цель, например, утроить долю выработки из ВИЭ. Мне кажется,
половина территории нашей Казахстана могли бы спокойно перейти на солнечную, да, вот энергетику, на ВИЭ, потому что у нас юг Казахстана, он теплый, да, его не нужно сильно отапливать, да, и обеспечить, например, горячей водой, да, там минимальное отопление можно за счет и возобновляемых источников энергии. Да, у нас вторая половина, вот северная часть, у нас особые климатические условия. Здесь, конечно, надо думать немножко по-другому. И тем более вот уже с прошлого года скажем так, в климатические технологии добавилась ядерная энергетика, добавились водородные технологии. Небольшую ремарку хотел добавить. Я вот соглашусь с Гульмирой Халиловной. Конечно, да, каких-то там санкций-то не предусмотрены, просто сам Парижское соглашение не предусматривает эти вещи. Но я бы очень серьезно относился бы к этому вопросу со стороны наших регуляторов, конечно, и правительства. Несмотря на то, что нет каких-то четких санкций, но здесь в первую очередь будет вопрос доступа к финансированию. Общественное порицание, оно может выглядеть немножко таким образом, что экономика нашей страны окажется отрезанной от экономики всего мира, чего мы себе это сейчас позволить не можем. Понятно, что все международные финансовые институты осуществляют финансирование проектов, которые соответствуют каким-то требованиям устойчивости. И сейчас вопросы климата, они во всех проектах в первую очередь присутствуют. Страна, которая не будет выполнять свои обязательства, взятые на себя, она, конечно, будет ограничена в вопросах доступа к финансированию. Могут быть и политические последствия, и социальные, и так далее, что может привести к различным негативным процессам внутри страны. Но это как бы мы можем предполагать, это на бумаге этого нет нигде, но на самом деле оно вот к этому приведет. И такая страна, как наша, мы не можем себе этого допустить. Развитые, сильные экономики и то на это не идут. Как вы знаете, Казахстан в этом году предоставил первый доклад о транспарентности. В рамках этого доклада есть показатели, которые мы достигаем, которые не достигаем. Ну и в целом, в принципе, можно понять, куда страна движется. Да? Вот я бы хотел попросить вас немножко объяснить, в чем отличие, допустим, между докладом о транспарентности, между определяемым на национальном уровне вкладом. В Парижском соглашении сказано, да, что до конца века страны должны достичь углеродной нейтральности, да? Но потом научное сообщество сказало, что до конца века это чревато опасными последствиями, что нужно ускоряться. И многие страны представили свои долгосрочные цели удержать к середине века, к 50-му году. Да? Некоторые страны берут чуть больше, например, как Казахстан взял к 60-му году, другие берут, наоборот, еще короче, к 48-му году, 45-му году. Да? И в Парижском соглашении выстроен такой порядок, что на среднесрочные и на долгосрочные перспективы страны должны показывать свои планы, как она будет развиваться, но именно по траектории низкоуглеродного развития. И эти планы, они называются АНУВы, да, определяемые на национальном уровне вклады. Определили теперь вот уже, что через каждые 5 лет страна разрабатывает новый свой план на 10-летний период. То есть вот в феврале 2025 года все страны должны представить свои новые планы развития, включительно до 2035 года. Приняты расширенные рамки транспарентности, что в них входит, да? Страны берут эти планы, но нужно же их теперь выполнять, чтобы они не просто оставались на бумаге, да, и просто глобально заявить, что вот там страны взяли такое-то определенное количество, там, сократить выбросы парниковых газов. А теперь вот именно идет процесс, что эти планы нужно уже превращать в реальные действия.
И через выполнение реальных действий, каких-то программ, проектов, каких-то мер, все это должно учитываться, все это должно фиксироваться. На глобальном уровне усилия каждой страны, они должны сравниваться между собой. И тем самым как бы обеспечить вот этот справедливый подход, что все страны прилагают усилия и, скажем так, защищают, да, планету. Через каждые 4 года страна представляет так называемое национальное сообщение, где вот она описывает, да, предоставляет данные, что она сделала. В Парижском соглашении с этого 2024 года, как вы вот сказали, страны выпускают свои первые двухгодичные доклады по вопросам транспарентности. И в нем первая глава, она посвящена инвентаризации выбросов парниковых газов. И вот теперь в этот двухгодичный доклад включена новая глава, где мы должны показывать, каким образом страна ее достигает. И в новом плане теперь уже как бы есть призывы к странам, чтобы вот эту количественную цель в масштабе всей экономики показать с разбивкой по секторам, чтобы было более четкое понимание. И смотрите, вот мы как бы все разумные люди, и мы понимаем, да, что до нуля сократить выбросы парниковых газов это невозможно. Поэтому в амбициозность можно с учетом своих национальных особенностей, да, своих обстоятельств показать, что, например, повышая амбициозность через усиление каких-то законодательных рамок. И у нас мало научных исследований, у нас мало публикаций. Вот этих вещей у нас не хватает. Хорошо, вот с 2021 года мы подняли тему адаптации к изменению климата, потому что в мире говорится, да, что есть и кросс-секторальные вещи, и бизнес, он тоже уязвим на самом деле, и он тоже должен адаптироваться к последствиям изменения климата. И помимо того, что он как бы должен сокращать выбросы парниковых газов, но он должен и выстраивать свой бизнес с учетом мер по адаптации к изменению климата. И вот вы же спросили, что каждый должен, да, вносить свой вклад. И Парижское соглашение, оно открыло такое окошко на самом деле. И, в принципе, оно принимает, скажем так, в зачет усилия каждого человека. Это что может быть? Это, например, отказ от собственной машины, перейти на общественный транспорт. Но здесь я считаю, что люди, вот граждане, да, мы должны воздействовать на правительство, на бизнес и, скажем так, требовать свои права и заставлять их переходить на те виды деятельности, которые, в конечном итоге, они будут, скажем так, полезны для всех. Если у нас вот сейчас запустится вот этот легкорельсовый транспорт, да, и маршруты автобусов, они будут более удобными, почему бы, например, не перейти на общественный транспорт? Тем более у нас, кстати, показывают, что автодорожный транспорт дает, выбросы от него значительно стали расти в последние годы. Вот в этой связи, как вы думаете, климатическая вообще отчетность, вообще климатическая повестка, это же не только и не столько ответственность уполномоченного органа, да, в лице Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Как я понимаю, как я вижу, здесь должно все сообщество, да, принимать активную какую-то позицию, да, по борьбе с теми же самыми выбросами парниковых газов, и да и вообще, в принципе, экологические проблемы. Вот очень правильный момент. Вот эта повестка сама по себе, она, конечно, не касается только экологов или там одного какого-то ведомства. Это касается, оно имеет такой межсекторальный подход и касается всего общества, всех слоев. И, соответственно, его решение тоже должно иметь комплексный системный подход. Теперь я бы, знаете, что, Ерлан, бы хотел сказать, что здесь понятно то, что должна быть на национальном уровне какая-то
прозрачная и понятная стратегия, которая потом должна каскадироваться на все госорганы, создавать какие-то стимулы, чтобы бизнес вовлекался, чтобы общество там меняло приоритеты, тем самым влияя на рынок. На самом деле развитые страны мира сейчас используют климатическую повестку не столько с точки зрения сокращения выбросов парниковых газов, сколько как основной источник и стимул для модернизации экономики, для защиты своего рынка, создания нового спроса на новые продукты, улучшения жизни населения и так далее. Допустим, Соединенные Штаты Америки. Для того, чтобы преодолеть очередной экономический кризис и так далее, создать новые предпосылки для развития новых производств, они приняли Inflation Reduction Act, который подкреплен конкретным бюджетом, там порядка 300 или 400 миллиардов долларов, которые предусмотрены именно на проекты, связанные с новыми низкоуглеродными технологиями. Правительство предоставляет финансирование, кредитование либо субсидирование тех проектов, которые показывают применение новых технологий. Евросоюз, он тоже активно идет и использует зеленую повестку, все об этом знают. Это зеленая сделка, Green Deal, Fit to 55, то есть они и повысили свою амбициозность, до этого у них была цель 45%. В 2030 году, теперь они 55. И под этим зонтиком у них целая сеть, там пул проектов, программ развивается. Ну, то есть климатическая повестка, она должна быть подана через призму экономического развития. Конечно, в первую очередь. И мы сейчас очень страдаем от того, что мы каждый год видим, у нас устаревшая инфраструктура, там останавливаются станции, порывы, целые города остаются без доступа к устойчивым там источникам тепла, там электроэнергии, и это мы видим каждый год эти вопросы. И в итоге нам приходится просто реагировать и дыры закрывать большими поступлениями из бюджета. Но если это планировать и на системной основе делать правильные программы, то это могло бы как раз стимулировать модернизацию всей инфраструктуры и поддержать темпы экономического развития. Возвращаясь к отчетности в рамках международных обязательств, да, страны. Просто готовясь к этой передаче, я недавно прочитал, точнее, такое мнение, что в рамках, опять же, климатической повестки, глобальной климатической повестки, ежегодно проходит конференция сторон, так называемые, вот, где все страны обсуждают климатическую повестку. И у меня вот в этой связи два вопроса, да, надо, может быть, как-то оптимизировать и сделать это одну отчетность, да, одну хорошую большую отчетность, с одной стороны. С другой стороны, опять же, может быть, конференции сторон не нужно проводить там каждый год, да, может быть, их надо проводить раз в 2 года или раз в 3 года, там собрались, через 3 года обсудили, вот у нас там такие проблемы, приняли решение и дальше пошли, да. Вот, я просто смотрю, опять же, как обыватель, и понимаю, что на прошедшей конференции сторон никаких-то глобальных решений не было, в принципе, принято, да? Даже по сравнению с предыдущей конференцией сторон, когда было принято там цели по утроению мощности ВИЭ, по атомным станциям было принято решение, да? А здесь как бы на этом копе, по-моему, не было никаких решений, если я не ошибаюсь. Нет, были, конечно. Ну, такие глобальные. Просто я бы не говорил, что, смотря по активности там международного сообщества на этом копе, говорит, что актуальность повестки, она сокращается. Нет, просто коп от копа же отличается. Здесь в Баку коп, он был финансовый коп. И там обсуждались в основном вопросы финансового характера. И очень были горячие, активные обсуждения по привлечению климатического финансирования. В итоге, насколько я знаю, достигли соглашения, что будут мобилизовать порядка 300 миллиардов долларов ежегодно на климатические проекты. Другой вопрос, каким образом и смогут ли мобилизовать или нет. Но вот с точки зрения финансов, да, там решения были приняты. Очень активно обсуждались поправки по статье 6, что тоже является очень важным элементом. То есть, что такое статья 6? Это возможность достигать странам своих обязательств климатических, по ОНУ там, и так далее, за счет реализации
проектов климатических в других регионах мира, где это более дешево. То есть доступ к финансированию опять. Они могут профинансировать какие-то проекты в других местах, где эти проекты могут дать больше потенциал по сокращению выбросов парниковых газов, но за гораздо меньший объем инвестиций. Но вот следующий КОП, он, конечно, будет иметь большую, наверное, востребованность, потому что там уже все страны, они будут объявлять свои новые обязательства. Вот если вы обратили внимание, в этом году был КОП-29, да? В следующем году, в 2025 году, будет КОП-30. Юбилейный. Что это означает? Это 30 лет существует конвенция. И в продолжении вот этих 30 лет, да, были попытки некоторых стран проводить эти конференции не ежегодно. Поступали предложения проводить их раз в 2 года. Но многие развивающие страны не поддержали и сказали, что да, климатический кризис, он только нарастает, и необходимо ежегодно собираться. И это уникальная конвенция, которая собирается и работает 2 недели. Ни Венская конвенция, ни конвенция по биоразнообразию, ни по опустыниванию, они так долго не работают. 2 недели, первую неделю работают технические эксперты, вырабатывают решения. 2 неделя переходит на уровень министров, где уже политически принимаются решения. И, к сожалению, скажем так, отход от порядка проведения конференции, скорее всего, в ближайшие десятилетия не изменится. Раньше отчетность была вменена в обязанность развитым странам. Ежегодно представлять отчет по инвентаризации выбросов парниковых газов и через 4 года представлять национальные сообщения. А бедным странам, островным, малоостровным государствам по мере их возможностей. Но теперь мы видим, что появились 2-годичные доклады, что нужно представлять, да. И если посмотреть в текстах Парижского соглашения, то есть и обращение к странам отдельно представлять и национальные сообщения по вопросам адаптации. Это уже на усмотрение страны. Также есть призывы к странам представлять планы диверсификации экономики. Поэтому количество предоставляемых отчетов, я думаю, тоже не будет сокращаться. Тем более, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но вот мое личное мнение, что с увеличением финансирования, вот было же 100 миллиардов, теперь вот приняли 300 миллиардов, хотя ее тоже считают, что это слабая цель, потому что просили там, по-моему, до триллиона, по-моему, доходило. Да. Но если будут финансовые вот эти цели будут обеспечиваться и действительно будут аккумулироваться эти финансы, то, как говорят, по каждой копейке надо отчитываться, поэтому я думаю, отчетность, она тоже не уменьшится. Ну, я вообще считаю, что отчетность, она, конечно, нужна. Но там сколько их будет, там 10, 20, там, я не знаю, 2, 3 или там еще сколько-то. Самое главное, нам нужно, чтобы у нас качество отчетности на страновом уровне было хорошее. Да. Если у нас эта система будет налажена, вообще проблем не будет там делать в разные органы эту отчетность дать. Главное, чтобы у нас на страновом уровне была понятная, качественная отчетность, единая методика, которая соответствует всем стандартам отчетности, доступ к правильным, достоверным данным по выбросу. Причем по разным парниковым газам, по основным источникам. Вот у нас на самом деле здесь большой эффект дала и сама развитие системы торговли выбросов парниковых газов с 2013 года, которая функционирует, и Гульмира Халиловна одна из законодателей, наверное, основателей, да, Казахстан действительно в регионе, он долгое время был пионером и является по климатическому регулированию. Хорошо работает система, там СТВ плохо, там это другой вопрос, но пройден определенный опыт, мы нарастили базу, отчетность все-таки сформировали какую-то, она у нас улучшается, но самое главное ее сейчас улучшать и приближать к отражению действительной ситуации, которая сейчас есть. Иначе нам будет сложно оценивать прогресс.
Абсолютно правильно. Мы не должны сами себя обманывать в этом направлении. Да, спасибо большое. В завершение нашей передачи я бы хотел попросить наших экспертов дать, может быть, несколько рекомендаций со стороны, что делать гражданам вообще в целом, да, с точки зрения изменения климата, как вообще, может быть, не знаю, готовиться или не готовиться. Почему? Потому что готовиться, наверное, к этому, это, наверное, совсем будет сложно, да. Я бы поэтому хотел спросить, уважаемые эксперты, что может вообще человек сделать, да, с точки зрения изменения климата. Я бы, наверное, так сказал, быть более ответственными. В очередной раз хочу подчеркнуть, что вот мы уже говорили об этом. Климатическая проблематика, она очень сложная, комплексная. И поэтому здесь и простых решений не бывает и не будет. И мелочей здесь нет. И мы уже отмечали, что все общество должно быть вовлечено в этот процесс. И, конечно, даже небольшой вклад со стороны или какие-то шаги со стороны населения, они очень важны на самом деле. Если мы говорим про каждого гражданина, надо быть более ответственным с точки зрения потребления энергоресурсов. Уходя, гасите свет. Помните, в советское время? Да. Хороший лозунг. Да, энергосбережение, стараться быть более ответственным к вопросам потребления ресурсов, отходы, формирование отходов. Формировать рынок, то есть все-таки стараться, наверное, покупать и поддерживать тех производителей, которые стараются на рынок доставлять продукцию устойчивую, зеленую там, и так далее, переработанные материалы. Воспитывать экологическое сознание в детях, в своих семьях, для того, чтобы бережнее относиться ко всем вокруг то, что у нас существует. И в целом стараться изучать и использовать более устойчивые новые технологии, потому что новые технологии это не только выбросы парниковых газов, но это деньги уже сейчас. Они могут привлечь, с одной стороны, сокращение оплаты по твоим счетам, если ты будешь более экономично использовать электроэнергию и свет. С другой стороны, улучшать и экологию. Допустим, если есть возможность переходить на электромобили, к примеру. Вот электромобили, да, говорят, но нужно же смотреть, каким электричеством он питается. Нет, да. Если электричество вырабатывается на грязном топливе, то может ли электромобиль считаться чистым? Скажем, это мы сейчас уйдем опять в эту самую дискуссию, но в любом случае это вопрос и выход для улучшения экологической обстановки в крупных городах. А энергомикс, он в целом будет меняться в стране. Поэтому мы сейчас видим уже большими темпами развивается возобновляемая энергетика. У нас будет сокращаться, по крайней мере, если верить нашим стратегическим документам, газовая генерация будет увеличиваться, угольная генерация будет сокращаться. Но мы должны пройти большой путь, конечно, к этому. Никто не говорит, что от угля надо прям завтра отказаться. Должен быть справедливый переход, постепенно, но для этого должны создаваться условия, и государство должно поддерживать, не создавать препоны, барьеры в виде штрафов, новых налогов и так далее, а наоборот освобождать руки, чтобы бизнес шел в эти направления, создавал новые чистые рабочие места, чтобы шла перепрофилирование и повышение квалификации тех сотрудников, которые работают сейчас в традиционных секторах экономики, на потенциальные новые рабочие места, которые будут создаваться. Много, в принципе, уже сказали, со многими вещами я солидарна, да, поддерживаю, но хочу для себя отметить, что есть у меня разочарование, потому что если смотреть глобально, то за последние, наверное, 10-15 лет на глобальном уровне потеряно доверие между странами. И общих усилий, которые они делают, на самом деле страны лукавят, стараются перехитрить друг друга. И в глобальном масштабе
мало кто беспокоится о планете. Да? И сейчас вот поднимают вопросы энергетической безопасности, да, экономической безопасности. И если смотреть, что происходит в стране, да, на политическом, экономическом уровне, вот мне кажется, человеку, индивидуальному человеку, я бы пожелала быть не только ответственным, но и, наверное, быть более наблюдательным, осматриваться вокруг себя, что происходит, и стараться быть информированным. Вот именно получать информацию от служб, вот как Казгидромет, может быть, ЧС, да, потому что вот эти локальные вещи катастрофические, которые произошли весной этого года, это не дай бог, чтобы это повторилось. И, мне кажется, вот человек в первую очередь должен уметь защищать себя. То есть да. не терять бдительность, да, не терять постоянно делать факт-чекинг. Да. Ну вот, используя возможность сегодняшнего подкаста, я бы, наверное, хотел еще раз вернуться к Казахстану от глобальной вот этой повестки и напомнить, что вот такие события, они у нас будут учащаться, от этого нам никуда не деться. Но вопрос климата в Казахстане, уже мы об этом говорили, ощущается гораздо серьезней, чем, допустим, в странах Европы, чисто из-за наших географических положения. Но вот количество осадков общее, среднее, оно меняться не будет. Будет меняться ее интенсивность. Мы можем там за короткие промежутки времени получить там годовые там объемы выброс, месячный там за короткий промежуток, что может приводить к определенным последствиям. То есть наша жизнь меняется стремительно, и иногда даже быстрее, чем мы об этом думаем. И нам надо быть к этому готовы. То есть мы не должны отстать, да? Вообще от всего. Нам нужно адаптироваться. И от прогресса, в принципе, и от климатических изменений в том числе. Да. Потому что иначе мы, не знаю, погибнем, наверное, да? Не погибнем, но в Астане персики расти не будут. Может быть, будут и ананасы. Ананасы в Чимкенте, допустим. Да? Вот на этой оптимистичной ноте я предлагаю завершить наш сегодняшний подкаст. Вот, я благодарю наших спикеров сегодня. Спасибо за ваше время. Уважаемые друзья, до свидания. До новых встреч.